7 февраля 2017 года. Сельское поселение Экажево. Оперативниками проводится задержание очередного наркодилера. 64-летний мужчина и его молодая дочь несколько лет торговали героином. На сегодняшний день количество наркоманов и наркоторговцев в нашей стране растет бесконтрольно и достигает катастрофического уровня. 84% наркоманов признались, что впервые ощутили чувство кайфа еще до своего 15-летия. Одной из них была и Аня Гайдук. Родители Ани до сих пор не могут поверить, что их дочери больше нет в живых. В тот трагический день молодой человек предложил Ане выкурить трубку с так называемым легким наркотиком. Девочка поверила, что вреда от него гораздо меньше, чем от героина, и зависимости не будет. Она бежала по улице. Соседка из соседнего подъезда видела. Она бежала по улице и кричала от страха. Прибежав домой в квартире, девочку ждала 78-летняя бабушка. Открыла дверь. Бабушка, мне плохо, держи меня за руку. Я ее держу. Она быстро разделась, легла навзничь, как стала визжать. Бабушка, прости меня, вот так в меня вцепилась. Прости меня. Я говорю, ну за что? И тут же в меня вцепилась. Не то, что... Следы у вас остались? Да, не то, что царапать меня стало, а вот так вот, прям когтями. Впервые попробовав наркотик, Юлия не выдержала эйфории и выбросилась из окна 10-го этажа на глазах у собственной бабушки. На наркотическое опьянение организм каждого человека реагирует по-разному. Кто-то умирает сразу, а кто-то мучается на протяжении нескольких лет. В республиканскую клиническую больницу регулярно поступают десятки пациентов с передозировкой, а на учете у правоохранительных структур нашего региона около 2000 наркоманов. С начала 2017 года выявлено 9 преступлений, раскрыто 17 преступлений, изъято из незаконного оборота 334 граммов наркотических средств, в том числе марихуана 104 грамма и 230 грамм героина. И это только официальная статистика. Если раньше самыми популярными наркотиками были героин и марихуана, то сейчас наркоманы подсели на лекарственные препараты. За 2 месяца мы поставили 34 человека на учет. Из них 12 человек за употребление таблеток. Там разные таблетки, еще помимо лирики есть таблетки. То есть это уже получается аптечная наркомания, 12 человек. 4 человека за употребление героина у нас и где-то 18 за употребление марихуаны. Вот такая у нас ситуация именно за эти 2 месяца складывается. Но если сравнивать с прошлым годом, у нас в прошлом году за этот же период было поставлено всего 29 человек. Уже получается на 5 человек больше у нас поставлено в этом году. А сейчас вот героин смещается на периферию, и уже половина-половина у нас марихуана и аптечная наркомания. Назрань, спальный микрорайон. Дорога к ближайшей аптеке буквально выложена упаковками из-под лирики, а местные жители жалуются, что в самой аптеке без рецепта продают препараты, из которых наркоманы делают так называемый винт или крокодил. Но это скорее исключение из правил, ведь достать в аптеке сильнодействующие лекарства без рецепта практически невозможно. Поэтому наркодилеры нашли новый способ распространения товара. Такие машины ездят по всей республике. За рулем наркоторговцы. Запрещенный товар они привозят из других регионов, но уголовную ответственность несут только те лица, у кого помимо аптечной наркомании в багажнике обнаружили героин и другие сильнодействующие препараты. Раздоев Магомед Гиреван. Алла. Долгиев Руслан. Алла. Матеев Гусян. В случае с аптечной наркоманией законодательство бессильно. За продажу той же самой лирики без рецепта максимум, что грозит, это штраф. Поэтому в республиканском парламенте обсуждает законодательную инициативу о введении уголовной ответственности за продажу сильнодействующих лекарств без рецепта. А пока закон не приняли, от этих препаратов медленно, но верно гибнут сотни молодых людей. На месте инъекции кожа покрывается язвами и гнойными чешуйками. Ткани разлагаются, наступает сильнейшая интоксикация, как правило, с летальным исходом. Тихо, ты чего? Тихо. Ты чего? Определить аптечного наркомана непросто, но есть ряд характерных признаков. Человек ведет себя неадекватно, часто меняется настроение. Поскольку большинство синтетических наркотиков варят на ацетоне, то от наркомана исходит специфический резкий запах. Также у них боли бывают, также нарушения бывают всех органов систем. Спать они не могут, кушать не могут, нормально сидеть на одном месте они не могут. Взвинченные, раздраженные бывают, сильные боли у них бывают, такая так называемая ломота по всему этому телу.
Вот. И лечение такое же, как от героина. Для борьбы с наркоманией в региональном парламенте принято решение провести добровольное тестирование школьников на наркотики. Республиканский комитет по делам молодежи совместно с активистами подключились к решению проблемы и решили вести борьбу с наркоманами собственными силами. Однако некоторые жители считают подобные действия самосудом, но в комитете по делам молодежи заверили, что все мероприятия проводятся в рамках закона. Наша задача информировать сегодня органы правопорядка о том, что действительно есть такой факт, что в каком-то месте, на какой-то улице, какой-то автомобиль, вот похоже на то, что они распространяют, там, перепокупают, перепродают. Там. Вот. Соответственно, мы вместе с правоохранительными органами задерживаем, доставляем. Глава республики поддержал инициативу молодежи. В интернете появилось множество групп, где люди выкладывают информацию о своих знакомых, жертвах наркозависимости. Им в первую очередь оказывают медицинскую, психологическую помощь. Также в комитете по делам молодежи работает телефон доверия. Если у вас или у вашего знакомого проблемы с наркотиками, вы можете анонимно рассказать об этом. О более серьезных преступлениях, таких как незаконный оборот наркотиков, можно сообщить по телефону доверия Управления по госнаркоконтролю. Сотрудниками ведомства проводится акция «Сообщи, где торгуют смертью». Возможно, именно ваш звонок спасет не одну жизнь. Амина Бокова, Джамалил Тамасханов, Адам Далаков, Новости 24.